Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам вторую лекцию, которая называется «Сакральный мир Манаса». Традиционно начинаем нашу лекцию с плана нашей лекции, и он состоит из трех основных частей. Каждая часть включает в себя определенные темы, которые помогут нам понять смысл и содержание предлагаемой лекции. Первую часть нашей лекции мы назвали «Этимология термина «монас», и я хочу эту часть начать с первой темы, которую мы назвали в форме вопросительного предложения «Существует ли слово «монас» в кыргызском языке?» Имя главного героя великого эпоса кыргызского народа Манас. Однако в современном кыргызском языке, в других родственных тюркских языках, даже в арабском языке нет слова «манас», имеющее сакральное значение, а также пока почти отсутствуют философские расшифровки данного сакрального слова или имени. Для кыргызского народа эпос Манас имеет сакральное, святое и священное значение. По этой причине вторую тему первой части нашей лекции мы тоже сформулировали в виде вопросительного предложения, что такое сакральное, святость, святое и священное. Действительно, являются ли эти понятия тождественными или же между ними существуют различия? Давайте попробуем дать определение этим понятиям. Первое понятие – это сакральное, от английского sacral и от латинского sacrum на русский язык переводится как священное, посвященное Богу. В широком смысле все, что имеет отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, отличается от обыденных вещей, понятий и явлений, называется под словом «сакральное». Вторым словом является святость. Это атрибут божества или божественного. Святость принадлежит только одному Богу. Бог – единственный источник святости, света и истины, любви и милости, правды и праведности, благости, благодати, то есть благодатного дара всего благого в этом мире. Следующим понятием является святое. Это обладающее божественными качествами или уникальными благодатными свойствами, близкое или посвященное Богу, отмеченное божественным присутствием. Например, в эпосе Манас святыми персонажами или свойства святости присущи таким персонажам, как Кадрата и Умайне. Кадрата, например, вот святое Кадрата, может появиться когда и где угодно, в любом месте и в любое время. И одно только его появление может превратить бесплодную пустыню в зеленеющую степь, придать силу усталому путнику, и дома, в которые он заглянул, будут благоденствовать и процветать. Слово «священное» обычно означает конкретные предметы и действия, посвященные Богу или богам и используемые в религиозных ритуалах, священнодействиях. Значения понятий «священное» и «святое» частично перекрываются, однако священное выражает в большей степени религиозное предназначение субъекта, чем его внутренние свойства. А также слово «священное» подчеркивает его отдаленность от мирского, необходимость особого отношения к нему. Например, в христианской религии Библия или же в исламской религии Коран как раз являются священными предметами в этих религиях. Самое интересное, что имя или название или слово «манас» присуще не только кыргызскому народу. Это название присуще очень многим народам мира. По этой причине третью тему первой части нашей лекции мы назвали «Сакральная топонимика, связанная с названием Манас». Что такое топонимика? Топонимика – это от греческого «топос» – место, онима – имя.
или название. То есть топонимикой мы называем науку, которая изучает географические названия, то есть топонимы, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Название Манас широко распространено не только в Кыргызской республике. Это название встречается в культуре многих народов мира в качестве обозначения некого сакрального и не поддающегося обычному познанию явления. Ну, давайте остановимся на некоторых топонимах, которые встречаются в разных уголках земного шара. Ну, давайте сначала возьмем такие страны, такие географические объекты, как Непал, Индия, Гималаи, Тибет. Первый топоним – пик Манаслу. На языке непальцев это название переводится как «священный Манас» или почти как «Улу Манас». Высота этого пика составляет 8156 метров, и этот пик находится в Гималаях. Можно только удивляться, что и в Индии есть свой эпос Манас и священная гора Манас. В Гималаях расположено озеро Манас, священное живое озеро Манасавар в Тибете, которое находится рядом с мертвым озером Ракшасом. Вот на картине, на фотографии вы видите фотографию вот этих двух озер. Вот Манасавар, живое озеро Манасавар и мертвое озеро Ракшас. Расстояние между этими двумя озерами составляет всего лишь 5 километров, но несмотря на это, эти озера, они отличаются друг от друга существенным образом, кардинальным образом. Потому что если на территории озера Манасавар там очень мягкий, благополучный климат, и это озеро очень богато флорой и фауной, там жизнь расцветает, то рядом в озере Ракшас там идут частые ветры, очень сильные ветры, и само озеро, и окрестность этого озера отличаются тем, что там практически отсутствует жизнь, совершенно нет живых организмов. Так, давайте дальше пойдем. Сейчас мы рассмотрим топоним Манас, который встречается в Китае, на Алтае и Западной Сибири. Это территория России. В Китае есть сторожевая башня Манас, вот она, оставшаяся с древних времен. Почему эта сторожевая башня называется Манас? Это вопрос современным историкам, которые должны выяснить происхождение этого названия. В провинции Цинцзян протекает река Манас, это в Китае. На Алтае, Россия, есть перевал Манас. А также в Западной Сибири есть похожие названия озер, чье название очень похоже с топонимом Манас. Ман, Мана, Маныч. Город Манасис, вот видите, город Манасис в США, находящийся рядом с городом Вашингтон. Город Манаус, это в Бразилии. В Испании есть тоже город с названием Манас. В Японии есть город Симитей и эпос Манесию. У арабов есть святое место Манасик, куда приходят поклоняться Богу. На границе Иордании и Сирии живет племя Манасех. Вот видите, Манасех. Остров Манас в Малайзии. В Венгрии есть село Манас. В Дагестане тоже есть села Манас и Манас-Аул. Вот село Манас-Аул. В Казахстане на Верхнем Иртыше пастбище, небольшой город и река носят название Манас. В районе Тарбагатая, это хребет в Казахстане, на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, по трассе есть небольшой перевал Манас. В Турции также есть пастбище Манас. На территории Аральского моря есть небольшой островок Манас. Удивительная созвучность слов монастырь и монастырь.
От кыргызских слов манас и төр. Төр – это почетное место, сакральное место. И другие топонимы, связанные со словом манас, встречаются в Индии, в Израиле и так далее. Я привела всего лишь 23 примера, а их великое множество. Может, вы сами тоже можете провести определенные исследования и найти названия рек, озер, лесов и так далее, которые имеют некое сакральное значение и название манас. Четвертую тему нашей первой части нашей лекции мы назвали о санскритском языке. Почему? Если обратимся к истории мировой философии, то слова и понятия, имеющие корень манас, встречаются в древнем санскритском языке. Санскрит – это от санскритского самскарта обработанный. То есть санскрит – это литературно обработанная разновидность древнеиндийского языка индоевропейской языковой семьи. Известны памятники этого языка, относящиеся к I веку до нашей эры. Данный язык отличается строго нормализованной практикой, и более подробную информацию об этом языке вы можете получить в большом энциклопедическом словаре. Страницу я указала, 1059 страница. На санскритском языке написаны произведения художественной, религиозной, философской, юридической и научной литературы, оказавшие влияние на культуру Юго-Восточной, Центральной Азии и Европы. В Индии санскритский язык используется как язык гуманитарных наук и культа в узком кругу как разговорный язык жрецов. Кстати говоря, санскритский язык очень похож не только на русский язык, но и на греческий язык, на латинский язык и так далее. То есть санскритский язык является далеким корнем современных индоевропейских языков. Санскрит был языком древних ариев. Первые мировые религии, которые обращались ко всем людям, независимо от их расовой или национальной принадлежности, такие как буддизм и зороастризм, были созданы ариями и проповедовались на арийских языках. Вот я указала источник, это известный исследователь древних арийцев Чайлд Гордон, и на странице 12 он как раз предлагает такую мысль. Кстати говоря, к арийским народам относятся и тюркские народы, в том числе и кыргызы. Четвертую тему первой части нашей лекции мы назвали «Значение сакрального термина «манас» на санскритском языке». На санскритском языке термин «манас» имеет несколько значений. Первое значение этого понятия мы нашли в энциклопедическом учебном пособии по философии. Статья называется «Манас», и там к этому понятию предлагается следующее определение. Манас – это от санскритского «манас» – разум, одно из основных понятий философии Древней Индии. Разум в широком значении этого слова, содержащий в себе всю ментальность. Интеллект, способный понять все то, что воспринято органами чувств, то есть способный мыслить и отвечать на эти восприятия. Восприятие, чувственность, сознание, воля, внутренний орган восприятия и познания. То есть такое чуть-чуть сложноватое для восприятия определение, но в широком смысле мы можем понять, что под понятием «манас» в санскритском языке понимают разум и ментальную способность человека. Второе определение или второе значение манаса мы нашли в работе Елены Петровны Блаватской. Работа называется «Теософский словарь», страница 318. И Блаватская дает следующее определение к понятию манас. Манас от санскритского манас буквально ум, ментальная способность, превращающая человека в разумное и нравственное существо и отличающая его от простого животного. Синоним махата,
То есть Махат в индийской мифологии – это просвещенный человек, который поборол все соблазны вот этого материального мира. В вышеназванной работе Блаватской есть еще другое значение понятия манас. То есть корень этого слова составляет слово манас, манаса или мансвин от санскритского манаса. Это исток божественного разума, и поясняется, что этот исток означает манаса или божественных сынов Брахмы Вирадж. То есть тех людей, которые имеют божественное происхождение, их исток называется манасом, оказывается, в индийской философии. В энциклопедии «Мифы народов мира» мы встречаем статью «Ману», от древнеиндийского ману – человек, корень этого слова манас – разум, ман – мыслит, размышляет. В индийской мифологии ману был первопредком или прародителем людей. Кстати говоря, суффикс «ман» обозначает человеческой способности. Например, на готском языке «манна», на немецком языке «ман», на английском языке «мен», на кыргызском языке «мен», они все означают определенные человеческие способности. Например, кыргызские слова «билерман» – знаток. То есть способность, человеческая способность что-то различать. Чабарман – гонец. Угарман – слушатель. Кюарман – болельщик и так далее. Все это говорит о том, что, наверное, когда-то все арийские народы имели общую историю, и они сохранились, основные понятия, они сохранились в этих языках в виде вот этих понятий или терминов. И пятое значение. Ману – это великий индийский законодатель, а также он является как бы прародителем всего человечества, божественным существом. Сам он как бы божественное существо, потом становится как бы прародителем всего человечества. Это в индийской философии. Эпос Манас и искусство монащи, они связаны с трансцендентным миром. На кыргызском языке трансцендентный мир означает кайып дүйнө. То есть они получают информацию с трансцендентного мира, кайып дүйнөдөн кабар алышат. И по этой причине кыргызские монащи, они настоящие монащи, великие монащи, они никогда не заучивают, не выучивают тексты. Это Божий дар. Рассказывать монас в течение долгого времени, не останавливаясь, войти в состояние транса и рассказывать вот эти океаноподобные истории. Вот этот феномен присущ только кыргызскому народу. Вот по этой причине вторую часть нашей лекции мы назвали «Тайное учение и манас», потому что трансцендентность и кайып дүйнөдөн келген кабар, знания, полученные из трансцендентного мира, мы как бы официальная наука, классическая наука не в состоянии дать вразумительное объяснение к этим явлениям. Вот поэтому во второй части мы решили обратиться к тайным учениям и какое же место и роль занимает понятие манас в этих учениях. И первую тему второй части нашей лекции мы решили посвятить Елене Петровне Блаватской. Почему? Потому что первую научно обоснованную расшифровку термина «манас» дала основательница нового философского направления на Западе конца XIX века, имеющего оккультный характер под названием теософия, американский исследователь русского происхождения Елена Петровна Блаватская. Книга Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина», вот вы увидите на слайде на 2 языках. Сама она писала свои работы на английском языке, а потом ее работы были переведены на русский язык. И вот эта книга Блаватской «Тайная доктрина» является трудом колоссальным по объему и насыщенности фактами.
Простому обывателю очень сложно понять суть данной книги. Для ее понимания нужны особые знания и навыки в сфере религиозной философии и эзотерики. Вот русский перевод этой книги издан в 2011 году. И вот то, что я сейчас расскажу и в будущих лекциях тоже расскажу, они все исчерпаны из первого и второго тома данной книги. Вторая тема второй части нашей лекции называется «Манас в понимании» Елены Петровны Блаватской. В книге Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина» присутствует значительно более высокая логика, возможно, логика Манаса, высшего разума, которую наш скромный человеческий мозг мог схватывать лишь частично и иногда. По теории Блаватской мир состоит из физического мира. Для удобства понимания мы называем его на кыргызском языке «жарык дүйнө», чтобы сблизить к эпосу Манас, и тонкого психического мира, которого предлагаем назвать на философском языке «трансцендентный мир», от латинского «трансцендер» – «потусторонний», либо же на языке эпоса Манас «кайып дүйнө». Получается, согласно теории тайной доктрине Блаватской, мир состоит из жарык дүйнө и кайып дүйнө, из физического мира и из трансцендентного мира. Согласно эпосу Манас, мир был сотворен Теңиром, то есть на кыргызском языке единственного Творца Всего Сущего называют Теңиром. Мир был сотворен Теңиром первоначально в виде света, в виде луча, нур дүйнө. Теңир сотворил только нур, свет, либо психическую энергию он сотворил. Если вот сравнить авраамистические религии, куда входят иудаизм евреев, христианство и ислам, то там Бог сказал «будь», после чего все возникло в готовом виде. Возникли готовые горы, готовые планеты, звезды и так далее, и так далее. То есть авраамистические религии, они не знают понятия эволюции. А вот в кыргызском эпосе Манас сначала возникла энергия или дух, Теңир сотворил либо энергию, либо дух, и потом в ходе эволюции, которая происходила в течение очень многих миллионов лет, определенная часть этой энергии или этого духа начала более уплотняться, и в результате уплотнения этой энергии возникла материя. У нас такая тема будет, я более подробно об этом расскажу. А вот и Блаватская тоже самое утверждает. Согласно эзотерической науке, постепенно в ходе эволюции в трансцендентном мире, кайып дүйнө или тонком мире, появился дух, сгусток психической энергии в виде торсионных полей. Вот на слайде вы видите изображение торсионного поля. От латинского, то есть от французского торсион на русский язык переводится как спираль, скручивание, кручение. То есть торсионные поля – это закрученные или закрученные по-иному поля сверхвысоких частот, которые могут вечно, бессмертно сохранять в себе большой объем информации. Как это можно объяснить? Вот, например, в данное время есть понятие интернет, интернет-пространство. Интернет – это тоже как поле, да? Мы не можем трогать интернет, мы не можем увидеть этого интернета, но если у нас есть баланс в телефоне, или мы заплатили за интернет, мы можем, у нас есть доступ, и мы можем зайти в интернет и получать оттуда
любые знания по любым отраслям. И вот это торсионное поле тоже можно представить в виде интернет-пространства, только это интернет-пространство особого масштаба, более глобального, более вселенского масштаба. И доступ к этому пространству имеют только некоторые люди, особо одаренные, особо гениальные люди или посвященные люди, как Елена Блаватская или Елена Рерих, или же Нострадамус, или же древнегреческий философ Платон, древнегреческий математик Пифагор и так далее. И только такие люди могут иметь доступ к этому пространству и получать оттуда изумительные знания. И для нас, для простых людей, у которых нет этого доступа, эта информация является очень уникальной и очень неправдоподобной. И, кстати говоря, доступ к этому пространству имеют и кыргызские монащи, потому что некоторые монащи, они в состоянии транса могут рассказывать некоторые истории в течение очень долгого времени. И остановить этого монащи просто невозможно. Некая сила, такое ощущение, что некая сила заставляет этих людей рассказать вот эту историю. И вот эти торсионные поля, они, как интернет-пространство, они могут вечно, бессмертно сохранять в себе большой объем информации. Таким образом, торсионные поля – это психическая энергия, закрученная в положительную или отрицательную сторону. Этими полями являются добро и зло, положительная и негативная энергетическая сила. По сути и в форме торсионные поля очень похожи на ДНК человека. Как известно, ДНК – это макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение, реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Я тут указала источник, но вы, как современные люди, имеете представление о ДНК. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотов. Все мы знаем, что ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. Тоже здесь я предложила источник, откуда я исчерпала эту информацию. Если в ДНК есть макромолекула живых организмов, которая несет генетическую информацию, то торсионные поля являются макроинформационным полем или интернет-пространством вселенского масштаба. Этого макроинформационного пространства вселенского масштаба Елена Блаватская и посвященные люди называют манасом. Вот до этого я говорила, на санскритском языке слово манас означает разум. И я вам предлагала некоторые определения к этому понятию. Да? И на простом языке вы можете представить манас в виде интернет-пространства вселенского масштаба. И это пространство содержит в себе всю информацию, начиная с момента сотворения мира до сегодняшнего дня, даже до далекого будущего. Согласно посвященным людям, множество духов образовали между собой информационные связи и создали манас, то есть всеобщее информационное пространство или центр управления, которого мы называем божественным разумом. Все души являются частью манаса или всеобщего информационного поля, которое в народе считается высшим разумом. Некоторые люди, такие как Платон, Пифагор, Нострадамус, Блаватская, Рерих и так далее, могут подключаться к всеобщему информационному полю и получать оттуда знания, которые кажутся нам удивительными. Такой же доступ присущ и кыргызским монащи, только не всем монащи, а только самым одаренным. В этом информационном поле собраны знания не только нашей, но и предыдущих цивилизаций. Пространство в нашей Вселенной замкнуто, поэтому, подключившись ко всеобщему информационному полю, можно видеть прошлое и будущее.
По мнению российского исследователя Эрнеста Мулдашева, иногда слишком опасно допускать людей к Манасу или Всемирному банку знаний, поскольку овладение знаниями, например, о новых видах энергии, может стать фатальной для нашей цивилизации. По этой причине Манас или высший разум временами прекращает легкий доступ людей к всеобщим знаниям трансцендентного мира, то есть Айбдюню, с помощью принципа SOHM. Реализуйся сам. Вот, например, я простой человек, у меня нет доступа к этому Всемирному банку знаний, вот поэтому я самостоятельно, изучая различные источники, посещая библиотеки до этого, когда еще интернета не было, читая книги, а теперь уже используя интернет-ресурсы, я изучаю какие-то проблемы, я получаю знания и так далее, потому что я самостоятельно пытаюсь реализовать себя как исследователь. Но если у человека есть доступ к Манас-пространству, вот этому всеобщему информационному пространству, ему не стоит, нет необходимости учиться в школе, нет необходимости учиться в университете, потому что у него есть легкий доступ к этому пространству. Как я уже сказала, когда блок действует, вот этот SOHM, это есть блок. Иногда Манас блокирует людям доступ к себе, чтобы люди не использовали вот эту информацию в ущерб себе. Если хотите, вы можете посмотреть вот этот источник Мулдашев, от кого мы произошли, страница 107. Как я уже выше сказала, классическая наука не может объяснить феномен эпоса Манас, вот поэтому я пытаюсь привлечь ваше внимание к тайным учениям, к таким тайным учениям, как оккультизм, теософия, эзотеризм, экзотеризм, герметизм. Но, конечно, эти учения тоже не могут раскрыть полностью суть эпоса Манас, но, по крайней мере, там есть некоторая информация, которые можно использовать в раскрытии сущности некоторых феноменов, отраженных в эпосе Манас. Что такое оккультизм? Вот на странице на слайде вы смотрите, видите определение оккультизма. Это общее название учений и традиций, считающих, что существуют скрытые, неизвестные науке силы и явления в человеке и природе, то есть в космосе, опыт которых доступен лишь людям с особыми особенностями или просвещенным людям. К таким учениям относятся эзотеризм и его практические формы, такие как алхимия, астрология, спиритуализм, теософия и так далее. Эти учения формы связаны с гаданиями, магией, шаманизмом, верованием в связь с трансцендентным миром, то есть кайбдюню и так далее. Теософия – это от греческого «теос» – Бог, София – мудрость, божественная мудрость. Это теоретическая часть оккультизма и оккультного движения. В широком смысле этого слова мистическое богопознание, созерцание Бога, в свете которого открывается таинственное знание всех вещей. Теософия как понятие своими корнями уходит в гностицизм и неоплатонизм. В более узком значении под теософией понимается учение Елены Петровны Блаватской. Третью часть нашей лекции мы назвали «Монашчи», и первая тема третьей части – типы монашчи. Кто такой монашчи? Монашчи – это народный артист, владеющий поэтическим музыкальным мастерством устной передачи содержания эпоса. Слово «монашчи» относительно новое, возникшее в связи с изучением большого эпоса. До прихода русских сказителей эпоса Манас называли «ырчи», что созвучно с санскритским понятием «риши». Для справки, на санскритском языке «риши» или «рси» на русский язык переводится как «провидец», «мудрец».
То есть под риши понимаются мудрецы в индуизме, которым боги открыли ведийские гимны. То есть это те люди, у которых есть доступ к пространству Манас, откуда они могут исчерпать или получать знания. Веды, вы знаете, что в Древней Индии были особые книги под названием Веды. Это санскритское слово Веда, на русский язык переводится как видение, знание, ведать, знать, учение. То есть Веды – это сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите. И они как раз собраны и созданы вот этими риши. Веды относятся к категории шрути, услышанное, то есть они получили эту информацию из пространства Манас. И мантры, содержащиеся в них, повторяются как молитвы и используются в различных религиозных ритуалах. Какие есть типы монашчи? По мнению общественного деятеля, председателя общественного фонда Тengрордо Саргулова Дастана Исламовича, в плане мелодики, кыраат, художественности, көркөмдүүлүк, сильного эффекта на аудиторию, таасирдүүлүк, силы одаренности, все монашчи делятся на две группы. Первая группа – это тулпар монашчи, вторая группа – джё монашчи. Тулпар монашчи на кыргызском языке. Тулпар – это боевой конь, выдающийся скакун. То есть под тулпар монашчи мы понимаем сверходаренного, гениального монашчи самородка. В кыргызской мифологии тулпар – это крылатый конь. Тулпар соответствует Пегасу в древнегреческой мифологии и Бураку в исламской мифологии. Не каждому коню суждено быть тулпаром. По этой причине кыргызы говорят: аттың бары тулпар болбойт, куштың бары шумкар болбойт. Не все кони скакуны, не все ловчие птицы кречеты. И второй тип монашчи – это джё монашчи, то есть пешие монашчи. Это те монашчи в той или иной степени одаренные талантом сказителя. Все те монашчи, чье имя донесли до нас письменные источники, видео и аудиоматериалы, все они относятся к джё монашчи, включая Саякбая Каралаева и Сагынбая Урузбакова. В отличие от них, Джайсанарчи, Келдибек, которые жили до начала XIX века, относятся к тулпар монашчи. Об этом свидетельствуют устные воспоминания современников и творчество Акына Арстанбека. Например, красоту, размеры, богатство, убранство и так далее Акургы, которое было подарено Манасу его тестем Кайыбдангом, когда Манас женился на Карабюрг, Джайсангарчи воспевал Акургы в течение полудня. Это уже большой талант, это тот монашчи, у которого, наверное, есть доступ к информационному пространству Манас. Ярким представителем тулпар монашчи является Келдибек, который жил в начале XIX века. Современники вспоминали о Келдибеке следующим образом. Когда он рассказал один сюжет, в течение 90 дней у него спросили: «Вы, наверное, рассказали весь эпос Манас», на что Келдибек ответил: «Если сравнить эпос Манас с мешком зерна, то, что я рассказал в течение последних 90 дней, сопоставимо только с маленькой кучкой зерна». Он мог описать не только самого Манаса Великодушного, но и каждого его боевых сподвижников, а их было 40, днями и ночами. Это феномен. В мире такого феномена нет. Он мог описать только одного человека в течение нескольких дней подряд. Монаши Келдибек почти не жил у себя дома, так как его постоянно приглашали то в Турпан и Кашгар, что в Китае, то в казахские степи, то в Ферганскую долину, чтобы он подарил жителям этих местностей величественный мир Манаса. Благодарные жители этих краев одаривали великого монаши табунами, так как низко было дарить одного скакуна выдающимися сказителю. Конечно, монаши не мог разъезжать табунами, и он раздаривал эти табуны самому народу. Если великому монаши XX века
Саякбаю Каралаеву было присуще около 10-15 типов мелодики, то есть карат, то Кельдебек в совершенстве владел более 60 типами мелодики карат. То есть он мог имитировать голос каких-то природных явлений, он мог голосом имитировать военные сражения. И вот когда люди слушали Гельдебека, перед ними действительно был театр одного актера, который передавал всю суть происходящего с помощью мелодики, кырат. Самое главное отличие творчества Гельдебека состоит в том, что его строки не запачканы чужеродными элементами, такими как идеи ислама и мусульманства. Следующая наша тема – это Джой Манасчи. В народной среде эпические сказители, которые относятся к Джой Манасчи, подразделяются на 4 группы по степени одаренности. Первая группа – это Чон Манасчи, Манасчи с большой одаренностью, или Залхар Манасчи, великий Манасчи. Вторая группа – Чыныгы Манасчи, подлинный или настоящий Манасчи. Третья группа – Чала Манасчи, то есть Манасчи-ремесленник, Манасчи-дилетант. И четвертая группа – Бала Манасчи, ребенок Манасчи или Юренчик Манасчи, начинающий Манасчи. К группе Чон Манасчи, Манасчи с большой одаренностью или Залкар Манасчи, великий Манасчи, относятся Манасчи 19 века Чонбаш, Таныбек, Балык, Чойке, а и сказители 20 века Сагынбай Урузбаков, Саякбай Каралаев, Шабай Азизов. Звания большого Манасчи, как правило, удостаиваются лица, обладающие огромным талантом поэтической импровизации. Сказители этой группы знают и помнят наизусть эпос в полном объеме, имеют свой вариант и исполнительский стиль и могут развивать содержание сказа благодаря собственным творческим и философским идеям. Это сказители разного уровня, но они создатели эпоса, носители трансцендентного. При каждом исполнении они сиюминутно слагают новые тексты. Это момент творчества сказителя, процесс создания и исполнения эпоса, традиционное существование эпоса и сказителя. В группу Чыныгы Манасчи, подлинный или настоящий Манасчи, входят Молдобасан Мусулманкулов, Багыш Сазанов, Тоголок Молдо или настоящее его имя Байымбет Абдрахманов, Мамбеталы Ашимбаев, Шапак Рысмендеев, Мамбет Чухморов и другие, которые жили и творили в основном в первой половине XX века и оставили собственные варианты эпоса. Сказители этой группы исполнение Манаса сделали своей профессией. Они хорошо знают основные события эпоса и передают их в собственном музыкально-поэтическом стиле. Однако они не дополняют эпос и не сказывают его целиком. К группе Чала Манасчи, то есть Манасчи-ремесленник, Манасчи-дилетант, относятся Манасчи, которые исполняют в основном заученные наизусть отдельные, хорошо известные в народе эпизоды эпоса и не способны создавать собственные варианты. Среди них много сказителей, творчество которых приходится в основном на послеоктябрьское время. Это Түрө Мамытов, Лапас Көккөзов, Каба Атабеков, Сарынчык Кожибердиев, Калбүбү Сүйүнбаева, Мамыт Алдаяров, Акын Шадыканов, Насыр Искендеров, Жолборс Турдалиев, Уркаш Мамбеталиев, Назаркул Сидирахманов, Ергеш Ташымбетов, Сулайман или Акун Назиев, Дюшиналы Джанаев, Орузбай Урманбетов, Дөталы Касымбаев, Абдыкерим Бекиев, Сейдене Молдуке кызы и другие. И к группе Бала Манасчи, ребенок Манасчи или Юренчик Манасчи, начинающий Манасчи, относятся те, которые увлекаются исполнением эпоса, находятся под влиянием какого-либо известного сказителя. Манасовед Самар Мусаев по этому поводу писал: в действительности ни один Манасчи не становится сказителем эпоса Манас, не прослушав о событиях эпоса от других Манасчи или от одного из них, не пройдя хотя бы кратковременного обучения их. В
наше время обучение начинающих монашей приобретает новые формы. С помощью учителей и родителей дети заучивают текст эпоса «Манас», осваивают его мелодику благодаря радио, телевидению, концертам и аудиозаписям и пробуют свои силы в слушательских аудиториях на художественных конкурсах. На этом наша лекция заканчивается. Спасибо вам за внимание. В следующий раз мы продолжим нашу лекцию, и на следующей лекции мы более подробно расскажем об исторической эпохе, которая отражена в эпосе Манас. Спасибо еще раз. До свидания.